Всем привет, меня зовут Дима Арсланов, и у меня есть целый фестиваль Мергенуксы и всего лишь 13 минут эфира для того, чтобы рассказать вам о главном оружии башкирского народа – луки. И мы должны быть предельно меткими, чтобы не упустить всю суть. Год назад в Башкортостане был придуман и проведен чемпионат аналогов, которому нет нигде. Фестиваль конно-верховой езды и стрельбы из лука Мергенуксы, что переводится как «меткий стрелок». Неудивительно, что подобное происходит не где-то иначе, а на исторической родине великих лучников. Еще тогда, в 19 веке, европейцы прозвали башкирских лучников северными амурами. И это вовсе не из-за любвеобильного нрава наших соотечественников, а скорее наоборот. Северные амуры. Такое поэтичное прозвище получили наши предки при первой встрече французов с башкирской конницей в бою около города Веллау. В то время в европейской культуре в моде был стиль ампир. Башкир, вооруженных луком и стрелами, французы сравнивали с античным богом Амуром. Правда, наши пронзали не стрелами любви, а самыми настоящими, боевыми. В исторических источниках тех лет описывают башкирских воинов как мастеров стрелять на большое расстояние. Стрела, запущенная северным амуром, преодолевала расстояние в 15 сажен и могла насквозь пронзить не то чтобы человека, но и лошадь. Дайте мне стрелы да лук, и я покажу вам, как надо стрелять, скажете вы. Но нет, лук – это особый вид оружия, и равных ему нет. Ведь все зависит от умения воина. Сейчас у меня есть уникальная возможность научиться стрелять из лука. С традиционного лука стрельба производится интуитивно. Тебе необходимо освоить правильную позицию. Ты встаешь к мишени, лук необходимо взять в левую руку. Стрелу мы зажимаем между двух пальцев, указательный и средний. Когда ты накладываешь стрелу, ты поднимаешь ее, пропускаешь между рукоятью и тетивой и вставляешь хвостовик в тетиву. Дальше стоишь, ждешь. Лук пока не поднимаешь. Вот это направляющее оперение, оно, получается, не касается рукояти, а два остальных проходят практически не соприкасаясь с ней. Поэтому, собственно, 3 пера и имеется направляющая. Ноги у тебя должны быть расположены параллельно друг другу, стопы. Голову ты совершенно спокойно разворачиваешь в сторону цели и далее поднимаешь лук на уровень плечевого пояса. Правой рукой, как будто нас привязали вот здесь веревкой за локоть, тянуть его четко назад. При этом натягивая мышцами спины. Стрела пока пусть болтается, ты ее не захватывай. Да, ты сейчас тянешь, без тетивы давай сначала попробуем. Натягиваешь, разворачиваешь корпус и прикладываешь к лицу 3 пальца. Необходимо выработать одну точку прикладки тетивы вместе с пальцами, для того, чтобы в выстреле участвовали максимально одинаковые движения. Тогда и будет достигаться та самая интуиция. И ты уже будешь понимать интуитивно, в какой момент тебе выпустить стрелу, какую поправку тебе взять для того, чтобы попасть в цель. Выводи в позицию. Очень важный момент, смотри. Тебе необходимо поставить ее параллельно земле. Если она будет хвостовиком расположена выше по тетиве, либо ниже, она начнет гулять вот так вот в воздухе. Естественно, это все будет отличаться, да, сказываться на точности попадания. Смотришь 2 глазами, ты стреляешь интуитивно. Тяни, тяни, тяни еще. Угу, хорошо. Натягивай. И спускай. Отлично. Изначально лук был придуман для охоты на животных, но впоследствии луки положили начало целому роду войск. Даже само название «артиллерия» по одной из версий происходит от слияния 2 латинских слов «аркус» – лук и «телум» – стрела. После добровольного вхождения башкирского народа в состав российского государства наши воины вступили в ополчение Минина и Пожарского, участвовали также в азовских походах Петра I, в Северной войне со шведами, в Семилетней войне с Пруссией, поддержали Русь-матушку и в Отечественной войне 1812 года. Башкиры выставили 28 полков в составе российской армии на Париж. Оказавшись на фестивале Мергенуксы, я понял, что стрелять быстрее не научусь. Надеюсь, хоть шапки придадут мне национального духа, что ли. Так что не удивляйтесь, если головные уборы будут меняться со скоростью летящей стрелы.
Несмотря на нищету и голод, каждый башкирский воин имел свое личное обмундирование и свое оружие. Лук изготавливался из дерева, в ход шел и клен, и береза, и ясень, и тис, и даже можжевельник. Луки были небольшие, грубой формы, на стрелах минимум перьев, однако летят они четко и с характерным звуком. Сами воины были одеты в традиционную башкирскую одежду. Это меховая шапка, кафтан, сапоги и так далее. Как свидетельствуют источники, башкирские воины отличались опрятностью и чистотой одежды. Они не хотели, чтобы в Европе их считали варварами. Стрелы летят, кони бегут, а я ни с лошадью, ни с луком не могу совладать. Северные амуры были настоящими виртуозами. У хорошего воина и лошадь должна быть соответствующая. Лошадей тоже тренировали не меньше, чем начинающих воинов. К ним даже были специальные требования. Не каждый жеребец мог стать напарником северного амура. Лошадь должна быть вынослива. Продолжительное время способна передвигаться галопом. Легка в управлении, чтобы все четко, как у автомобиля. Повернул направо, и она туда пошла. В ту же секунду повернул налево, и она без промедления повернула. Лошадь должна быть резвой. Это позволяет всаднику эффективно вести прицельный огонь. Башкирская порода лошадей сочетает в себе много плюсов. Человечество придумало за всю свою историю 3 вида лука. Это английский лонгбоу, второй египетский треугольник и третий скифский лук. Ренар, расскажи, какой у тебя лук? Лук у меня композитный, то есть азиатского типа. Конкретно данный лук считается маньчжурским или китайской разновидности азиатских луков. Композитные луки отличаются тем, что у них несколько составляющих. Не цельные, как, например, у английских лонгбоу, которые делались из цельной кислой палки. Но основные части лука – это рукоять, плечи, основной рабочий элемент, за счет которого придается ускорение стреле, рога, которые облегчают натяжение. То есть, например, у венгерских луков очень длинные рога, за счет этого идет сброс усилия при натяжении, и нужно прикладывать меньше усилий для того, чтобы растянуть лук большей мощности. Это уже от каждого зависит, да? Да, то есть это уже от физических способностей стрелка. Тетива лука и такие вот кобылки, которые тоже у азиатских, у монгольских, у башкирских, у китайских луков используются. Соответственно, у тех же венгров или мадьярских луков кобылок нет, потому что рога направлены в эту сторону, и тетива не кладется, не попадает на рога. Что необходимо иметь стрелку, помимо лука, при себе? Помимо лука, конечно же, нужны стрелы, чем стрелять. Вот. Дальше, в целях безопасности рекомендуется иметь наруч или крагу, если на спортивными терминами говорить. Далее, в зависимости от того, каким хватом ты стреляешь, азиатским или средиземноморским. То есть азиатский хват стреляются большим пальцем, и для того, чтобы защитить фалангу пальца, используется кольцо. При стрельбе средиземноморским хватом это получается 3 пальца. Да. Здесь защитные перчатки, либо напальчники используются. Сейчас к стрельбе из лука повышенный интерес во всем мире. Есть версия, что это связано с модой на фэнтези. Знаете, всякие эльфы, ведьмы и прочее. Есть версия, что все благодаря возросшей популярности реконструкции различных исторических событий. А еще стрельба из лука – это олимпийский вид спорта, но там уже все строго стандартизировано. И луки, и мишени, и расстояние. Стрельба из лука – это олимпийский вид спорта, и спортивный лук очень сильно отличается от такого традиционного. Лук во многом превосходит огнестрельное оружие. Первое – стреляет бесшумно. Второе – скрытно. Никакого дыма, никакого запаха пороха. Третье – можно стрелять в сырую дождливую погоду. Четвертое – такое оружие можно изготовить самому. Тогда почему их не используют сейчас? Почему в последний раз лук в качестве оружия на полях сражений был замечен во время Отечественной войны 1812 года? Дело в том, что обучать лучников нужно минимум 3 года, так чтобы их стрельба приносила хорошие результаты, в то время как огнестрельное оружие освоить куда проще.
Башкирская конница представляла собой довольно значимую военную силу. Про наших европейцы говорили: башкирцы могут хорошо вести бой как в лесах, так и в степях и в горах. Их называли неуловимыми, но стрелы их были весьма ощутимы. Прицельная стрельба северных амуров на скаку велась на дальность до 200 метров. 200 метров – это расстояние, которое человек проходит за 2-3 минуты. Для точного пуска стрелы, особенно со скачущей лошади, обучение нужно начинать с 4 или с 5 лет. Только говорить научился и сразу на коня. Вы, наверное, думаете, не ведущий, а горе луковое. За 13 минут эфира толком даже стрелять не научился. Зато теперь вы знаете все об этом древнейшем и уникальном оружии.